Вот ну, все же по физике звука, допустим, да, вот, ну, у меня конкретно такой вопрос, исходя из Татьяны Федоровны. Да. Допустим, смотрите, есть физическая информация, звук. Вот когда сознание переосмысляет эту физическую информацию вот, в явлении образа, то вот это явление образа, оно материально в каком-то таком в смысле или нет? Как это, Исходит что-то от да, нас. как Оно где-то рассматривает это смешается. физика? Вот у нас две четко разные вещи. Информация, она не материальна, а сигнал материальный. Сигнал – это колебание от чего-то или передача от чего-то материального. А вот информация – это просто разница между двумя состояниями. Вот чистое состояние, чистый лист, и что-то на листе написано, вот сравниваем разницу. Разница – это Это есть информация. Ну, разница, она же не материальна. Материально сам лист, материально чернила, ну не разница. Ну, как бы вот в информационном плане. А сигнал материальный, ну, есть у нас человек, да. Человек получает, у человека есть органы чувств. Они получают сигналы, раздражители. Человек, ну, это что у нас? Колеблющаяся система. Мы состоим там из частичек, из атомов, да, все это согласовано. И для нашей системы какие-то звуки являются шумом, какие-то звуки являются музыкой, то, что можно собрать. воедино. Да. И отдельно звук в группе связанный может действовать как раздражитель и задевать что-то внутри. То, что мы называем, что? Мы называем как душу Какой-то разбередил, внутренний, да? да, Или как? То есть определенные композиции сигналов могут раздражать, заставлять реагировать организм на эти сигналы. Вот. Дальше система. Как в этом во всем многообразии возможных звуков выбрать те, которые могут производить максимальное впечатление на организм, на наше маленькое млекопитающее, которое сидит внутри нас, да. Но это уже теоретические работы по гармонии, по звуку, они, по-моему, еще, как у нас классифицируются, как Древняя Греция, да, гармоники, они, изобразительные ряды есть. Может быть, там уже все и описано, просто надо поглядеть внимательно, что там есть, почитать. Ну, то, что я помню, визуально вот эти древние картинки, гармоник звуковых, я даже не помню, не воспроизведу, как они правильно называются. Там, по-моему, система описана, даже математически. Да, как влияет звук на характер, как, даже лады, как формируют, да? Один смелость, другой решительность, там другой, значит, человек расслабляет, да, это написано. А вот меня, знаете, что интересует? Все-таки вот этот звук, который идет, он все-таки достигает частиц атомов стены, кирпича. Ну, Он проходит сквозь это все. ну, это колебания, они... Как долго они там существуют, эти колебания? Но они, конечно, большого сильного воздействия не оказывают. Ну, все запускают. Ну, На кирпич. кирпичу, как бы они По барабану. по барабану, да. Тем более у нас вольные теоретики придумали, что у нас реликтовое излучение у нас доходит, это мол, типа того, что было давно-давно-давно, оно вот сейчас докатывается. Ну, это вранье, конечно, но как бы такие версии муссируются, развиваются. Нет, мне просто хорошо, мне вот даже... Не можете Я прописать сейчас. покачался на этих волнах, на звуковых. Кстати, вот сейчас, в связи с словами, мне просто хорошо, я вспомнил... Я просто Я вспомнил даже про свое состояние юмористический момент, когда этот Светлаков рассказывает, как его микроволновка, как оказывает действие на продукт, там на микроволнах укачала. Типа этого.
Но смотрите, есть мифическое представление, допустим, о неком таком информационном поле. У нас хакасы любят обычно это транслировать и говорят, вот, ну мы сыграли, там что-то сотворили, это ушло какое-то туда, и там есть некоторая база данных, потом это опять считывается, и кто-то воспроизводит. Вот с точки зрения физики это вообще-то возможно, нет? С точки зрения физики это все возможно. Вот там, где как мы только перестаем отрицать поля, ну вот мы перестали отрицать поле как физический объект, сразу же возможно все, вот все эти полевые составляющие. Мы описывали как раз механизмы, что вот это вот тонкоматериальное тело, в каком виде оно может существовать, в каком виде оно может сохранять информацию. То, что, ну, как мы все являемся генераторами поля, ну, вот каждый человек. Мы можем, не можем, а мы пересекаемся этими полями, потому что поле оно не кончается, оно нескончаемо практически, оно ослабляется расстояние, ослабевает, но оно не кончается функционально. И вот на этом уровне мы можем как бы на свои колебания накладывать на чужие, даже это не сознательно, это все бессознательно происходит, но это реальный физический процесс. Поэтому, когда вот это вот говорят про какую-то общность, то, что одна идея может зародиться сразу и там, и там, и там, и передаться, и транслироваться на народ, это, ну, вполне может иметь внятную физическую основу. Потом есть такие материалы, которые нуждаются в проверке какой-то адекватной. Ну, скажем, есть области знаний, от которых люди интеллектуально шарахаются. Им плохо, как это так может быть, этого не может быть. Я про это говорить не буду. Есть явление, которое описано, если не ошибаюсь, как миряченье. Это когда северные народы и люди, находящиеся на северах, становились участниками действа, когда на протяжении многих часов они могли впадать в что-то типа транса, говорить на неведомых языках и так далее, так прочее, совершать какие-то действия. Потом это как-то все проходило, но есть вот свидетельские показания, что это реально происходящий процесс. Объяснение, как бы, и даже внимание вот на эти вещи, ну, нет, вот достоверных данных даже на подтверждение, но факты вот такие вот проходили. Это все может быть только через поле, никаким другим образом, только через поле. Это потому что Северный Ледовитый океан, и там кристаллизованная вода? Нет? Нет. Кстати, вот, Виктор, поясните, пожалуйста, все же понятие поля. Я вот слушал ваши видео, да, и все же мне вот, ну, я привык, я понимаю ядро, я понимаю вещество, частицу, я понимаю, а вот поле я все равно не понимаю. Вот, откровенно говоря, почему? Потому что я пытаюсь, как это связано с массой, каким образом оно, вот это поле, как вот это, это да. вот что-то пудра, про которую вы говорите, это и есть поле? Вот тут с полем я бы советовал так поступать. Ну, во-первых, надо принять для себя, оно есть или нет. Я принимаю это, у меня Вот тут берем проблем нет. магнит, берем железячку, расстояние есть, железячка магнитится, делаем для себя интеллектуальный вывод. Поле есть или нет. Да, факт. Зараза, я его не вижу, но вот железячку оно магнитит. Есть! Сознаюсь, вот есть, я тебя видел. Все, мы понимаем, что есть. Дальше надо сделать для себя вывод, оно материально или нематериально. Ну, поле. Ну, раз оно есть, существует, оно значит материально в любом смысле. Вариантов нет. А если оно материально, есть какая-то формула? Формула есть? Ну, конечно, есть. Мы описали эту формулу. Тут материально, нематериально, то, что существует в пространстве и проявляет какие-то физические свойства, то является материей. Да. То материально. Это материально. Поле в пространстве? Да, в пространстве. Свойства проявляет, магнит этот шарик проявляет, зараза, материально. Все, мы сознаемся, нам это не нравится, мы это отрицаем, там, ну как бы на внутреннем уровне. Но зараза мы должны себе сказать, есть. Потому что если мы это себе не говорим, если мы это не признаем, мы как бы овощи. Мы думаем, что мы думаем. А на самом деле мы уже не думаем, если мы отказываемся от факта. Но любовь это тоже поле, да? Любовь?
Это две вещи. Одна, то, что называется, наверное, большинство случаев. Ну, это пример, вот как, вот почему вот, скажем, 50 потенциальных половых партнеров, да, вам за жизнь попадается, которые привлекают ваше внимание. Да? Они все в ареале вашего проживания находятся. И вы обречены в кого-то из них влюбиться. Вот. Вот оно у вас здесь на поверхности, вы не в кого-то там в Полинезии, которого вы никогда не встретите, а вот именно здесь оказавшийся, да, вот все, вот оно перехлестнулось. Это значит обыкновенное свойство организма, что вот мы обречены, да, вот наша природа устроена таким образом, что мы обречены втюхаться в то, что там, вот, я привожу пример, да, что вот взять абсолютно не приспособленных, не предназначенных для друга людей, собрать их на необитаемом острове, посадить, они будут друг другу противны, но они потом прилюбятся и будут друг друга еще любить, размножаться и так далее. Вот все. Потому что заложен механизм этот в природе. И вторая, полевая составляющая тоже Вот есть. полевая составляющая. Нас это интересует, полевая составляющая. Все-таки это полевая. То есть пересечение полей, и потом возникает некая какая-то, между ними еще какая-то полевая структура внутри, если они смешиваются в момент вот, скрещивания. Ну, здесь есть, если совсем с простой точки зрения, я бы еще разделил маленький вопрос на части и озвучил бы такой тезис, что женщина это дрессирующий объект, а мужчина это объект подверженный дрессировке. Женщины дрессируют мужчин. Вот и все. Делают они это различными типами сигналов. Информационными, простыми, звуковыми, не звуковыми, Ароматами. Ароматами, да. Вот. Это чисто научный подход. Пища тоже же, она же заряжена, я думаю, что. Зачем женщина красится? Чтобы привлечь внимание. Да. Так вот поля. А вот вы знаете, там вот интересно, вы разговаривали с одним молодым человеком, кажется, его Алексей зовут. Как раз вот говорили про 10 человек, если одного не встают, то в эгрегоре как бы или в поле этих 9 оставшихся, как бы присутствует это. Он присутствует в их в сознании, или он прямо вот чисто вот это вот. Неужели вот действительно он может в виде тонкой какой-то материи существовать это? Вот здесь мы как бы переходим уже на грань конкретики. Ну, как бы есть вот конкретная информация, а там вот мы логически выстраивали, да, и пришли к выводу, что вот такое-то явление должно быть, или вот такое-то явление не должно быть. Вот здесь мы вот так вот выходили. Но есть много информации, которую непонятно как сортировать. У нас отношение науки, не науки, а научного, околонаучного коллектива сложилось так, что вот всю информацию, которая как бы вот контачит или выходит за грань, однозначно сразу же отвергаем, сразу же не рассматриваем и нервничаем по этому вопросу. Поэтому вот эти вот моменты не попадают под должную качественную проверку. Ну, вот есть наблюдения на бытовом уровне, которые могут выступать, скажем, косвенным свидетельством того, что формирование души возможно при участии Этих полевых структур. ну, скажем, по схеме почкования. Это когда люди говорят, что вот у меня ребенок родился по какому-то странному стечению обстоятельств, в этот момент я потерял вот такие-то возможности, такие-то способности, мой интеллект упал настолько-то. Вот просто единовременно с рождением ребенка. Вот что-то со мной произошло. Это как бы вот раз, два, три. Как это вот может быть? Ну да, случайное совпадение там, случайное совпадение сям. Ну, это одна версия. Вторая версия это то, что, ну да, действительно могла быть гипотетически, да, назовем это так, что часть перешла
и ребенок это принял. Может, не может. Это надо как-то научные рельсы к этому подводить и вносить ясность. Но если реагировать на это просто дико, нельзя это обсуждать, то вы никогда этого не постигнете. То есть отсюда можно сделать вывод, типа, значит, некий дух творчества, предположим, если это по где-то, скажем, да, по генетике, каким-то образом возможно передаться, скажем, или нет, или все же это другое Нет, явление? если передается, то как бы комплект для развития. Ну, а дух творчества, это надо формулировку дать, что такое дух творчества. Ну да. То есть Надо некая что-то энергетика или определить, явление. что мы под этим имеем в виду. Потому что все равно это какая-то некая энергия же. Вот если поливает, вы же относитесь, что полевая структура, поле само, оно же обладает энергией. И мы не понимаем, что такое энергия. Энергия... Мне кажется, мы должны четко определяться в понятиях, чтобы Понятно, говорить, конечно. да. Вот поле. Когда у нас Я думаю, что поле ограниченное не- количество понятий, сложно потенциальная разговаривать. какая-то в ней есть. Но если идти в определение, энергия это количество движения. Количество движения. Ну это один путь. Количество движения. Дать определение. Там надо по-другому маленько, я думаю, схему с определениями энергии. Дело в том, пока в качестве готового продукта не готовы еще предъявить. Думаю, предъявим в ближайшем будущем. А тогда вопрос по полю. Какое количество разновидностей поля вообще вот можно назвать или классифицировать? И можно ли вообще так делать? Поле фундаментально это одно, гравитационное. Все остальное это эффекты на поле. Это производные некие типа, да? Эффекты. Ну, Как вспышки какие-то, да? можно так На выразиться. ковре. Вот такие блестки. Ну, так. Вот, ну, Тогда смотри, вот, Виктор, вот предположим, да, вот животный мир возьмем, это же все равно, да, какая-то энергетическая структура. Почему вот частицы или атомы собираются именно в такой тип структуры? Вот мы как двуногие, да. Почему крылья? Вот. Невозможно по-другому собраться. А почему почему такое разнообразие форм материи на Земле? Вот с чего это исходит? Ну, Вот кто-то летает, а кто-то ползает. Вот как это связать с полем, если есть энергия? вот изначально вот как идти, есть количество возможных вариантов. Вот, допустим, от нуля до единицы, ну, образно, как сказать-то, ну, допустим, мы можем в любой точке Вселенной получить таблицу Менделеева образно. Мгм. Вот материя, которая есть в данной области, она может собраться в таблицу Менделеева. Ну, скажем, теоретическая таблица Менделеева и практическая. Вот теоретическая, она шире, там, допустим, раз в 8, чем наша таблица. Но реальные физические условия, плотность насыщения материи, объема вот этого дает нам конкретно вводные данные, что вот соберется именно вот таблица Менделеева вот в этом виде. Вот этого фрагмента не будет, вот этого фрагмента не будет, а будет вот такой кусок таблицы Менделеева, который мы знаем как таблица Менделеева. Мы можем хитрить там, издеваться над материей, расширять в данных физических условиях таблицу Менделеева, да, и мы получим еще какие-то химические элементы туда или сюда, или в середине. Но вот база у нас есть вот такая. Все остальное это, ну, будет какие-то полуустойчивые, неустойчивые формы. Из-за того, что у нас вся Вселенная не замкнута, ну, от края до края, краев нет, Мгм. у нас сообщающийся сосуд. У нас, если вот здесь свернулась такая таблица Менделеева, она такая будет и вон там, и за поворотом, и так далее, и так далее. Везде она будет одна. С этим я Но согласен. мы понимаем, что у нас изначально вот была теоретическая. Скажем, вот такая большая, а мы получили вот такую. Дальше, из этой таблицы Менделеева, да, вот мы, есть количество возможных вариантов, да. Взяли вот этот кусок, вот этот, бросили вот в эту кружку, ну, в этот объем. Они имеют столько-то вариантов возможных соединиться. Соединиться по 2, по 3, по 4, по 1,5, ну, образно. Порваться там по дороге. У нас есть количество возможных вариантов. То
То есть оно, по сути, оно бесконечно. Эти... Оно так-то Да. бесконечно, но Но. оно ограничено. Мы не можем получить какой-то экзотический вариант вот из этих вот 3 элементов. Да, я понимаю это, да. У нас вот узкое количество дорожек. Да, оно бесконечно кажется много, но на самом деле оно узкое. Вот хаоса, мы не сможем уйти в хаос. У нас вот физика не даст уйти в хаос, а все эти элементы сплетутся только единственным образом. Дальше, все вот эти элементики, они нам дали фон полевой. У нас получается, что, ну вот, что такое химический элемент, да? Это планетарная система, которая вращается, да? Вот мы один раз закрутили первый химический элемент. Он же закрутился в какую-то конкретную сторону. Он мог туда закрутиться или сюда, да? Он начал колебания. Если мы туда добавим маленько неорганизованной материи, которая тоже соберется в химический элемент, у нее будет выбор. Крутиться в противоположную сторону или в эту. Закон сохранения вещества говорит, что у тебя выбора нет. Ты можешь крутиться только в эту сторону. Иначе ты будешь биться полями с предыдущим элементом. И вот у нас получается общая гармоника. У нас обязаны уже все элементы крутиться в одной общей гармонике. Но гармоника же она у нас не в плоскости. Она у нас в объеме. Что-то крутится так, что-то крутится так. То есть у нас получается объемная гармоника. Она может проявляться в качестве плоских колебаний, но все равно система где-то на периферии вращается и в этом отношении. Да? Поэтому, когда мы вводим новый элемент, он все равно построится в этой гармонике во все, он обязан это учитывать. Поскольку поля распространяются бесконечно, то и там, за поворотом, элемент тоже имеет возможность так или так двигаться. Далее, какой-то элемент оказался не схожей к геометрии с предыдущим. Вот уже пошло рассогласование гармоник. Ему как бы надо двигаться в гармонике, он пытается двигать, а у него геометрия другая, он выходит на кратные колебания какие-то, которые совпадают с частотой или через кратность и так далее. Это просто схема, но количество вариантов, оно все равно просчитываемое и конечное. Как красиво все. Получается, что все согласовано, все гармонично, Вселенная. Мы как частицы. Вот смотрите, тогда вот генная структура, как нам показывают Z-образную форму, да, вот такая. Видимо, это полиобразное состояние, наверное, да, общее, какая-то Она характеристика. не может по-другому свернуться, вообще никакая материя не Именно может только так. по-другому свернуться. Вот мы, принцип какой? Вот мы собираем вот этих маленьких обрывок планетарных систем, каких-то частиц, кидаем их в одну кучу. У нас в результате получится разница. Хвостик не уравновешенных частиц. Вот, допустим, 10 единиц плюса гипотетического с 9 единицами минуса сработали, да? Осталась единица свободная, да? Это свободно может цеплять дальше что-то. Ну, чтобы взять в систему, уравновесить и так далее. Она взяла, а там 0,7. 0,3 осталось, да? И так далее. Пошло, связи ослабевают, но все равно вот эти какие-то хвостики остаются. И это тоже вполне конкретная вещь, которая может взять столько и не больше. И это все просчитывается. Вот смотри, Виктор, вот я для себя еще одну вещь не могу уяснить. Если, допустим, все работает на принципах отталкивания, если я правильно вас понял, тогда каким образом формируются частицы вещества вокруг какого-то единого центра, ну, допустим, да? Что их заставляет формироваться таким образом? Вот, на самом деле все просто. Надо понять среднюю плотность во Вселенной. Что вот в каждом кубе, вот мы сидим в комнате, да? Если вещество попадает в нашу комнату, значит оно попало и в соседнюю, и в соседнюю, и в соседнюю. Средняя плотность по Вселенной. Что такое вот отталкивающееся ядро в нашей комнате, в соседней и в соседней? Все друг от друга оттолкнулись, да? И оно есть в комнате, да, одно. Бросили мы следующее ядрышко какое-то. Оно толкнулось от того и где-то летает в нашей комнате, допустим, да, вокруг этого. Есть расстояние. Если мы полезем внутрь любого атома, любой планетарной системы, у нас будет расстояние. Правильно? Ну, согласен, да. То есть вот мы на эти два, ядро большое и на ядро мало, можем посмотреть, как будто они
разнесены в пространстве. А если отодвинемся, то они вот они, вот они, вот они, вот они, вот они. Да? Вот они собрали с собой единицу, которая планетарная. Что ее притолкнуло? Ее притолкнули вот остальные из остальных комнат ядра. А почему они именно формируются вот по вот... А так, я, допустим, понимаю, что мог бы некий такой хаос, да, ну как бы вращает, вот. Почему именно вращается вот в центр как-то они собираются? Вот, что их заставляет? Вот одно ядро, вот второе. Как бы они не были разнесены, оно может вращаться вокруг чего-то или не вращаться. Если не вращается, там, улетело дальше. То есть, получается, да. это не центр притягивает, просто некая динамика движения общая сформировалась каким-то образом вокруг какого-то явления. Да? И вот эта общая динамика движения формирует это, как будто бы в центр все собирается. Я так понимаю или нет? У нас центр и здесь, и там, и там, и там. Да, вот, да, ну Потому что у каждого атома свой центр. Да, я это понимаю. А центр атома это просто средняя плотность. Вот вещество в этой комнате, вещество в той комнате. В этой не одно ядро, допустим, а 2 ядра, 3, 10, 15. Каждое является своим центром силовым. В общем балансе они могут вот так, но что-то все равно соберется, потому что что-то подавливает сильнее, что-то слабее отталкивается, хвостик где-то остался свободный, у кого-то большой, у кого-то маленький, что-то ближе сюда, ближе туда. То есть это все-таки вот это, которое находится вот на таком расстоянии, и смотря из-за угла, все равно смотрим, что оно вокруг как бы одного центра. На самом деле там между частицами-то там куча вариантов, скажем, условно. большие расстояния, но мы-то, поскольку мы совсем далеко, мы-то думаем, этот атом вообще он собранный-то вот маленький, а там внутри, если глянуть-то так, как бы... Так. Вопрос разных масштабов. Есть. Всякие разные. У тебя исчерпалось? Не, у меня куча вопросов на самом деле. Вот смотрите. Ну, давайте, Татьяна. Виктор, вы как-то говорили про пузыри, что каждый человек это пузыри, и поверхность его это его это. Говорили вы так? Про что говорил? Пузыри. Пузыри какие. Что человек это как пузырь. И поверхность его это его собственная индивидуальность. Или Это образно. Я не помню. Я не помню конкретно. Что-то я вот это. Я тоже Просто помню. хотела, ладно, про пузыри не будем говорить. А вот скажите, пожалуйста, есть такая фраза, когда я когда-то давно вычитала, что природа создала разум человеческий в тоске быть понятой. Вот вообще. Взаимосвязь человека и природы? Что такое разум? Да. Да, ну что Что природа такое разум? создала. Да. Для чего вообще мозг? Вот он для чего вообще создан природой? Две доли вот эти, две половинки. Зачем нам мыслить, да? Можно ведь не мыслить. И для чего? Ну, это, наверное, для чего-то, или это не для чего вообще. Ей все равно, как бы, всем этим планетарным частицам вообще так индифферентно. глобально. Как жизнь зарождалась. Нет, когда Земля еще была тепленькая. Так у вас какой вопрос? Устройство нет, радиолампы, вот и говорите. И если по объяснению этого продвигаться, Это же вещество. Это же, в принципе, вода же, да? Вода, вот мозг, это же вода. В принципе, 99% воды, и там что-то там еще Химсостав, да, там аминокислоты, что там в голове. у нас Они есть зачем вообще существуют? смысла в этом нет, это, как сказать, неизбежность. Это Неизбежность. Так и неизбежность. Неизбежность усложнения. Вот у нас собралась химическая таблица элементов. Да? Они образовали какие-то связи. Если мы начнем манипулировать зоной с какой-то, меняя там химсостав, создавая различные условия, то в конечном итоге для разных объемов, для разных комплектов у нас будут разные схемы усложнений. В конечном итоге мы можем выйти на такой вариант, что вот вещество вот это вот бульонное начинает обволакивать вот такие характерные сгустки другого вещества, другого состава, только просто смачивать их. Так, смочило, обняло. И это будет динамика, которая для этих веществ будет в этой природе работать. Да? Если мы наложим на это еще какую-то функцию, то пузырик может вырываться, из него там излишки отработанного вещества выходить. И постепенно развиваясь по этому направлению, система будет усложняться, дойдет до каких-то первичных функций жизнеобеспечения. Дальше
будет конкуренция между этими вроде неживыми еще системами. Какие-то будут более эффективные, потому что у них какое-то дополнительное вот это вот свойство смачивания или колебания, захватывания. Одна, допустим, лежит, да, в нее, если что-то упало, она тогда начинает переваривать, а вторая вот так вот получилось у нее вибрировать и больше в нее залетает. Она стала более эффективной потенциальной основой для будущей жизни. Первичные функции обеспечения увеличились на одну. И так далее. И в конечном итоге вот собиралось, и у нас уже такие мысли, вот мы поиграли, попили чайка, а на самом деле мы вот как бы отошли вот от этого всего захватывания. Но мы тоже находимся в этой биологической схеме, мы уже как бы мыслительные продукты выдаем, а мы часть природы, которая тоже вот на этих функциях обеспечения. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, то получается надо ответить, есть ли смысл в первичной функции обеспечения, вот в этой и замысел? Ну, Есть. это либо совпадение, либо... Но я не думаю, что кто-то замышлял. Это просто естественный процесс. И в результате этого процесса мы усложнялись до того, что сидим сейчас и такие двигаем. Нет, ну меня устроило, что разум это вообще неизбежность наша. То есть не для чего-то. А вот что имел в виду Менделеев под вот своими вот первым рядом нулевым эфир? Вот я читала, смотрела ваши передачи, что это эфир. Как-то вы там это все. Эфира нет, но Эфир, да. тот А что смысл... он имел в виду? Вы как вы думаете? Менделеев? Вот Менделеев, он образовался как культурный, скажем, феномен, да, как интеллект. Он образовался Как образовался? на почве, уже на готовой. Была информация о том, об этом, были обсуждения, есть эфир, нет эфира и так далее. Судя по сохранившимся данным, скорее всего, и я думаю, что 99,9% это так, у Менделеева не было информации о том, достоверно есть эфир или нет, и он интеллектуально сам не мог выйти на этот уровень, чтобы просчитать, что эфир бронебойно есть или бронебойно нет. Поэтому он как бы по вводным данным посчитал, что это вероятная версия, и поэтому он его включил. Туда эфир. А на обсуждение на том уровне среди ученых, ну, варилась каша у всех, и вот поскольку никто не мог аргументировать, нет, они вот носились толпами. Мы за эфир, мы против эфира. И как бы не было мыслительной это базы для этих конкретных выводов. Поэтому он включил, мог не включить. То есть поле эфира называть это смешно, да? Это